гости, дорогие друзья, от имени Ингушской национальной культурной автономии я приветствую вас на нашем мероприятии, посвященном, мы назвали его День памяти 20-летия событий, прошедших в 1992 году, и поблагодарить вас всех, и особенно наших гостей, за то, что вы нашли время, возможность для того, чтобы разделить с нами и это событие, наши чувства и наше настроение. У нас из гостей присутствуют руководители Союза музеев, Союза армян, руководители общественной организации, молодежной организации, других народов Северного Кавказа, конечно, журнал только поднесли, представители власти мэрии Москвы и постпредства, ну и многие уважаемые общественные, политические деятели Ингушетии и народов Кавказа. Я думаю, этот день очень важен для нас, не потому, что каждый из нас проанализировал, имеет свое мнение, свои точки зрения, но, на мой взгляд, с моей точки зрения, важно для того, чтобы мы глубоко осмыслили, для того, чтобы мы определили правильно текущую ситуацию, для того, чтобы мы расставили приоритеты нашей стратегической задачи. И спокойно, последовательно, мудро шли к этой цели. Это вот с моей точки зрения. И следующее. Сегодня праздник, как вы все знаете. Я поздравляю вас с этим российским праздником. День народного единства. Мы с вами прошли все те ситуации, все те тяготы, решения, которые прошла наша страна. И вот судьбой мы все объединены. И вот это единение нам с вами надо развивать, укреплять, идти к миру, к согласию. И в этом плане я желаю нам всем процветающей России, успехов и всего доброго в жизни. По программе у нас поминальный дуа. Ислам. Можно так? Дайте мне. Как я уже говорил, у нас присутствует постоянный представитель Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации Бату Юлоев. Ему приветственное слово. Я хотел бы поблагодарить всех здесь присутствующих. Да, это трагедия, рана, которая не заживает долго. И то, что мы сегодня, вот в такой день единения народов России, чтобы мы крепли и развивали эти отношения, взаимопонимания, взаимодоверие. И, как Василий сказал, чтобы у нас меньше было таких печальных мероприятий, которые бы
заставляло нас задуматься над тем, что происходит. Я, как сегодня, помню эти дни, эти печальные дни. Я был сам тогда в Японии, когда услышал эту новость, прилетел, и мы на Большой Полянке встретились, и первое, так как я житель сам пригородного района, для меня это было, конечно, большое потрясение, и я первым долгом с группой людей, которые вылетели, организовал 2 самолета, и мы вылетели домой. Но вы помните, что тогда не было ни республики, тогда не было ни четкого управления, тогда не было ни этой инфраструктуры, которая могла. Был дух и простых людей, которые собрались и готовы были сами лечь на плаху ради благополучия других людей. Поэтому в этом организация и заслужит всего самого такого искреннего тех людей, которые так сразу откликнулись на те происшествия, которые произошли в 1992 году. И вылетел мы, конечно, все увиденное, конечно, содрогало, и слава Всевышнему, что смогли мы вместе объединиться и вместе остановить агрессию, и с помощью тех людей, которые, конечно, вот сегодня среди нас нету, они ценой своей жизни спасли многие жизни наших людей, соотечественников в этом конфликте. И сегодня вот хотелось бы, чтобы мы этот день как бы могли для себя. Сегодня у нас есть уже республика, я не думаю, что у нас когда-либо будут такие дни. Но всегда надо объединяться вокруг своей республики, объединяться вокруг своего края, для того, чтобы никто, кроме нас, не может сделать благополучие наших жителей. Ну, да, я то бахую, чтобы мы все вместе этот день как-то пережили и начали новую летопись, которая нам помогло бы, чтобы объединиться вокруг хороших дел. Советнику директора департамента по межрегиональным отношениям, межнациональным отношениям, межрегиональному сотрудничеству и религиозным организациям Карапетяну Баграм Вардакесович. Дорогие друзья, огромное спасибо за предоставленную возможность выступить сегодня на данном мероприятии. От имени руководства департамента спасибо вам огромное. Хотелось сказать, что конфликт, этнополитический конфликт, который был 20 лет тому назад, это влечет за собой, мы все прекрасно осознаем, это смерти, это беженцы. Я думаю, сегодня в нашем веке, в наши годы, я думаю, это уже становится очень неактуально, потому что думаю, что надо решать сегодня все вопросы за столом переговоров. Те люди, которые защищали свою родину, свою республику, свой народ, честь и хвала им, и им всегда они всегда будут героями для каждой нации. Те люди, которые погибли во время тех или иных конфликтов. Хотелось сказать, что сегодня чем богата Россия своей многонациональностью. И каждый народ вносит лепту для процветания России. Любые войны, любая трагедия, любой конфликт несут за собой многочисленные. То есть получается, государство начинает слабеть. А слабое государство, я думаю, что никому не нужно. У каждого народа, у ингушского народа есть своя хорошая культура, свои традиции, которые передались от своего старшего поколения. Сегодня младшее поколение, молодежь, которая несет те бразды, которые дали взрослые.
И надеемся, что те традиции только будут именно положительные традиции. Те дни, которые были сложные, конфликтные, когда погибали невинные люди, останутся только в памяти. И в завершение хотелось сказать, что мир, любовь и процветание ингушскому народу. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Основной докладчик у нас Индия Мария Джамалдиновна, руководитель Ингушского мемориала, человек, профессионал, все 20 лет работающий над этой проблемой, через душу, через сердце, пронесший все эти проблемы. Вам слово. Я просто убеждена, что через душу и сердце, и, главное, разум, эта трагедия прошла у всех присутствующих здесь ингушей, ингушских друзей. Именно как представитель мемориала я и буду говорить о том, по поводу чего мы сегодня встретились. И я назвала свое выступление «Постсоветская депортация ингушей. 20 лет бесправия». Перестройка породила у ингушей, я буду быстро говорить, потому что у нас, к счастью, много выступающих будет. Мы очень рады этому обстоятельству, и поэтому я прошу заранее извинить меня за это, я хочу уложиться. Перестройка породила у ингушей, как и у других репрессированных Сталиным народов, иллюзию и надежды. Они поверили в декларацию о реабилитации и возрождении репрессированных народов, которая весьма торжественно была принята 21 ноября 1990 года в Москве на учредительном съезде Конфедерации репрессированных народов. В ней впервые было дано определение репрессированного народа и его реабилитации. Цитирую: «Репрессированным народом считается исторически сложившаяся общность людей, в отношении которых проводилась государственная политика насильственного переселения, клеветы и оскорблений человеческого достоинства, попрания его прав и законных интересов, разрушение политического и экономических структур национально-территориального устройства, стирание традиционной национальной культуры и языка. Согласно общепринятым международным нормам, это квалифицируется как геноцид. Реабилитация репрессированных народов означает возвращение национальных групп в места их традиционного проживания, восстановление их национально-государственных образований в прежних границах, проведение комплексных мероприятий экономического и культурного характера». Это очень правильные, хорошие слова, оказались, к сожалению, очередной риторикой, потому что после их публичного заявления в регионах Северного Кавказа начался крен в сторону реанимации жесткого варианта сталинщины. Подошедшие ко времени перестройки, каждый со своими загнанными вглубь в советский период проблемами, ингуши, карачаевцы, балкарцы, чеченцы и другие, поверившие было в возможность неких социально-политических преобразований, раньше или позже получили свою порцию российской демократии, в кавычках, естественно. В частности, ингуши этническую чистку в пригородном районе в октябре-ноябре 1992 года. Национальные репрессии в так называемой демократической, вот в этот период России конца 20-го, начала 21 века, я это говорю, потому что, к сожалению, мы очень надеялись на демократические преобразования, и поэтому так называемые поверили в реальность, как и сотни тысяч людей, преобразования на Северном Кавказе. Но, к сожалению, неприходящая сталинщина, кажется, навсегда пролонгированная в наше так и не состоявшееся будущее, оказалась подлинной и невыносимо трагической политической реальностью, в которой ингушский народ пытается реализовать свое суверенное право жить на своей территории. С 1989 по 1991 годы, в период конкурентного сосуществования Союза СССР Горбачева и РСФСР Ельцина, были приняты несколько законодательных актов, предполагавших реабилитацию всем репрессированным Сталиным народам. Реабилитация ингушского народа, как и других, как бы предусматривалась в таком с тех пор замордованном законе РСФСР, хотя это был прекрасный закон о реабилитации репрессированных народов от 26 апреля 1991 года. Этот закон, как и многое другое, был дымовой завесой, к сожалению, как показало время, ельцинской оппозиции, насмерть дравшейся с Горбачевым за власть на исходе перестройки. Как всякая оппозиция, это тоже успешно использовала национальную проблематику, заручившись поддержкой весьма сильного и демократического
демократически отзывчивого северокавказского электората. Схватив власть в свои руки, Ельцин и другие в реальной политике повели, к сожалению, в регионе прежнюю имперскую линию. При этом кровавые последствия распада СССР демократическая команда новых руководителей преподнесла всему миру эти конфликты как межэтнические распри и конфликты, отведя себе роль рефери. Поэтому очень точно давая характеристики терминологические, мы таким образом ратуем за чистоту жанра. Это не конфликт межнациональный, это, как правильно господин Карапетян сказал, это геополитический конфликт, политический конфликт. Постсоветская власть, независимо от персон, стоящих во главе государства, никогда не признается, что сегодняшние глубинные причины всех главных трагедий на Северном Кавказе лежат не в столь далеком сталинском прошлом и непрофессиональном и часто невежественном отношении к народам региона. К сожалению, Ингушскому, как и другим, впрочем, была предназначена трагическая роль жертвы массовки, принесенной на алтарь политики перераспределения государственной власти и собственности между старой и новой советской номенклатурой при активнейшей роли КГБ, бывшим одним из центральных игроков в драме под названием «Перестройка». И именно в силу того, что актуальные требования и надежды ингушей, балкарцев, чеченцев, карачаевцев были тем самым оселком, на котором крепилась демократическая альтернатива, он и был кровавым образом разрублен в демократической, в кавычках, России. Ингуши в 1992 году подверглись этнической чистке в пригородном районе Северной Осетии лишь потому, что поверили в возможность ревизии практики сталинской национальной политики. Теперь все-таки о терминах. События осени 1992 года и их последствия – это первый этнополитический конфликт на Северном Кавказе в посткоммунистической России. Сведение проблемы лишь к противостоянию двух этносов, ингушей и осетин, в борьбе за территорию связано с сознательным переводом проблемы из политической области в этническую. Цитирую профессора Аксентьева, политолога-конфликтолога, очень хорошую работу сделавшего по осетино-ингушской проблематике. Он написал в свое время, еще в 90-е годы, выставляя конфликт как этнический, его сознательно представляют как конфликт ценностей и вследствие того, как трудноразрешимый. Есть и дальний расчет в обозначении рассматриваемого конфликта как этнического. На Западе весьма настороженно относятся ко всякого рода конфликтам, проявлением этничности, и отсюда подспудное желание убедить Запад в необходимости очень жестких действий на Кавказе. Цитата закончена. Абсолютно ясен предмет конфликта. Этническая ингушская территория, незаконно отторгнутая в 1944 году после депортации ингушей, переданная Сталиным под юрисдикцию Северной Осетии. Сталин в свое время единолично осуществлял то, что сегодня называется федеральный центр, то есть политика государственную систему России имперского типа. Этническая напряженность, безусловно существующая весь советский период и постсоветский, может быть охарактеризована как следствие общей политики центра, четко выстроившего иерархию кавказских народов и степень их лояльности, от чего пора отказаться давно. Ингуши и осетины имеют, безусловно, разную историю вхождения в Россию и разную историческую судьбу, являясь прежде всего объектами политики центральной власти, к сожалению, разделяя и властвуя. И лишь исходя из этого можно и нужно говорить об относительности определения этих двух народов как субъектов-носителей в так называемом, это особенно подчеркиваю, осетино-ингушском конфликте осени 1992 года, потому что это название, к сожалению, проходит кругом. Оно почти стало официальным названием этой катастрофы. Зато определенно можно и нужно говорить о главных субъектах этого конфликта, как пишет Аксентьев, в федеральном центре в лице носителей, его руководства Ельцина и других, санкционировавших этническую чистку осенью 1992 года. Согласно науке, четкая классификация субъектов-носителей такова: подстрекатели конфликта, инициаторы и активные участники, пособники конфликта. Огромное количество документов и материалов, которые мы проанализировали, весьма четко свидетельствуют о том, что тогдашний президент России Ельцин
тогдашний Верховный Совет знали обо всем, что происходит на Северном Кавказе, в частности, в пригородном районе Северной Осетии. Именно поэтому 19 апреля 1991 года там было введено ЧП, осуществлявшееся силами и средствами всех родов войск регулярной армии России. Документы свидетельствуют, что федеральные органы способствовали, к сожалению, созданию и вооружению незаконных вооруженных формирований в Осетии, так называемого народного ополчения и гвардии. Бронетехника, оружие, боеприпасы передавались по линии Министерства обороны, МВД России под предлогом обеспечения так называемого миротворческого батальона в Южной Осетии, полков ППС в Северной Осетии. В справке, которая здесь вот в докладе, в большом докладе с 1995 года, там очень много официальных документов, там в том числе есть справка, военная справка об обстоятельствах возникновения Осетино-Ингушского вооруженного конфликта, его развития и роли в нем федеральных органов власти и управления. Таково название этой справки. Она опубликована, прямо сказано о сознательных усилиях Центра, к сожалению, по милитаризации Северной Осетии. Захват оружия с военных складов, закупка бронетехники целыми колхозами было нормальной практикой в субъекте РФ под названием Северная Осетия накануне бойни ингушей в пригородном районе. С июня 1991 года по ноябрь 1992 года с ведома всех специальных ведомств федерального уровня, к сожалению, была осуществлена передача в Северной Осетии и по линии МВД и армии следующая армада: 1885 автоматов, 304 автоматических пистолетов Стечкина, 113 противотанковых гранатометов СПГ-9, 11 зенитных установок, 68 крупнокалиберных пулеметов, 36 бронетранспортеров, 1016 гранат, 826 автоматов, 53 единицы БТР-80, 4 единицы ПМП, а также зенитные установки ЗУ-23, 36 зенитных установок «Шилка». Это написали военные люди. Этой армадой федеральная власть снабдила так называемую гвардию национальную и народное ополчение Северной Осетии еще в мирное время. Таким образом, можно говорить о том, что федеральный центр, к сожалению, в лице Министерства обороны, МВД, ФСБ, Миннаца, ФСК тогда называлось Министерство по делам национальности, Совета безопасности, санкции Верховного главнокомандующего были инициатором и пособниками на всех этапах бойни ингушей в пригородном районе Северной Осетии, которые в официальных документах и СМИ, к сожалению, до сегодняшнего дня весьма политкорректно называют осетино-ингушским конфликтом, что есть неправильно. Безусловно, федеральный центр осенью 1992 года пытался силовым образом решить проблему мятежной Чечни, будучи уверенным, что Дудаев вяжется в ситуацию в пригородном районе, и руководство и народ Осетии, в свою очередь, будучи уверенными в политической и силовой поддержке Центра, получили карт-бланш на тотальный захват, аннексию ингушских этнических сел, имущества, материальных ценностей и так далее, став с тех пор, к сожалению и горю для себя, и я думаю, что это катастрофа осетинского народа, заложниками этой аморальной, по сути фашистской, как пишет Ирина Александровна Дементьева в своих 15 статьях, которые мы здесь представили, как, к сожалению, политика фашистского типа тогдашней власти, подчеркиваю, тогдашней власти. В 1994 году Народное собрание парламента Ингушетии, парламентская комиссия, в своем заключении от 21 сентября под названием «О политической и правовой оценке событий октября-ноября 1992 года в пригородном районе Владикавказе Республики Северная Осетия» отметили события, цитата, «события октября-ноября 1992 года не могут называться осетино-ингушским конфликтом, так как насилие было направлено, с одной стороны, хорошо вооруженных формирований осетин и российских войск против мирных безоружных жителей пригородного района. В течение 5 суток 40 тысяч вооруженных российских и осетинских людей сеяли страх и смерть на территории пригородного района, кавычки закрыты. То, что руководство страны выступило в качестве, это как пишет наука, участника, пособника и
прямого участника и пособника конфликта подтвердил в то время, в 1995 году, и профессор Тишков, тогдашний глава Миннатса Российской Федерации, в своей работе «Остино-ингушский конфликт. Антропология этнической чистки». Цитирую: «Центр однозначно самосолидаризировался с одной из конфликтующих сторон и фактически дал санкцию, обеспечил материальные условия для вооруженных действий и массового насилия в отношении гражданского населения ингушской национальности. Чувство безнаказанности вошло и вселило и публичное президентское, помните, да, это жуткое обращение, цитирую коротко его: «Ваши действия защищены», то есть обращаясь к армии, да, «ваши действия защищены и гарантированы законом и подтверждаются народом. Честь и достоинство России, ее безопасность и территориальная целостность должны быть обеспечены». Тишков: «Я все больше склоняюсь к мнению, что финальная трагическая стадия конфликта оказалась возможной в условиях, когда высшее руководство России разменяло индульгенцию на этническую чистку на возможность использовать ситуацию для решения проблемы восстановления власти над Чечней. К сожалению, Чечня оказалась главнее, и мы этой разменной монетой. Признание государства», цитата закончена, «признание государства участником конфликта ставит весь так называемый миротворческий процесс в совершенно иную плоскость, а именно соучастник конфликта присваивает себе функции посредника, но в этом качестве объективно препятствует урегулированию, поскольку озабочен только одним: как уйти от ответственности за содеянное, а именно за гибель 74 человек, ингушей и ингушек, убитых в своих домах, подвалах и в заранее подготовленных фильтропунктах, за ранение более 500 человек, за незаконное лишение свободы в качестве заложников около 800 человек, в том числе и детей, за исчезновение 200 человек, судьба которых до сих пор неизвестна, за уничтожение дотла 13 из 16 ингушских сел пригородного района, за разрушение 3200 домовладений, за беженство 73 тысяч ингушей, вытесненных из мест своего прежнего проживания, вынужденно ушедших в Ингушетию, в Чечню, в страны СНГ, за рубежи России. Согласно документам, мы проанализировали колоссальный их объем, в места своего проживания вернулось, к сожалению, это все-таки последние, как бы очень официально заявленные цифры, потому что на сегодняшний день как-то вот точной цифры нет, но значит, 11 тысяч ингушей, а 19 тысяч ингушских беженцев остались, согласно документам, навсегда в Ингушетии, обустроились и живут там. То есть из 73 выселенных из Осетии в 1992 году наличествует 30 тысяч, да? Ну то есть так формально считаем, да? А 43 тысячи ингушей, граждан Северной Осетии, покинули Кавказ, выехав в страны ближнего, дальнего зарубежья, вплоть до Канады и Новой Зеландии. Только в Бельгии проживает 2000 этнических ингушей. Когда эти люди вернутся на родину и вернутся ли? К сожалению, это был первый этап ингушского исхода с родины в постсоветский, повторяю в кавычках, демократический период, потому что на подлинный демократический период мы все-таки все с вами надеемся. Следующий начался в связи с чеченскими войнами, и по нашим сведениям, исходя из данных Госкомстата и учитывая, ну то есть только официальные цифры, традиционное манипулирование наших чиновников всех уровней с цифрами, более 50 тысяч ингушей за эти демократические годы, 20 лет, покинули родину и Россию. Задуматься, безусловно, есть о чем. Без скотных вагонов и конвоя, ловко встроившись в общемировой великий поход против терроризма, можно зачистить Кавказ от кавказцев и, в частности, от ингушей. Скрытая, рассеянная, как мы называем ее, депортация ингушей в постсоветский период, идущая с 1992 года, это, я считаю, мягкий вариант сталинщины, если так можно говорить. Но как-то говорить об этом надо. В октябре-ноябре 1992 года путем этнической чистки произошло военно-административное закрепление государственной политики, ведущей свою родословную, к сожалению, из сталинской эпохи. Поэтому с горечью мы можем констатировать, что сталинское прошлое – это ингушское настоящее. Исходя из этого, проблема территориальной реабилитации народа при данной политико-государственной системе России
к сожалению, пока невозможно по следующим причинам. Центральная власть, неважно в чем лице персонально, не желает принципиально решить политическую проблему восстановления исторической справедливости по отношению к репрессированному ингушскому народу. При этом используется тактика смены репрессий, прямых открытых, как события в 1992 году в Владикавказе в пригородном районе, либо скрытой. А что подразумеваю, например, я под скрытой? Значит, весь откровенно издевательский процесс так называемого возвращения ингушей, насильственно изгнанных из сел пригородного района и Владикавказа. Судебные заволокичивания, признание, такие инспирированные под судебные процедуры, унижающие человеческое достоинство людей. Это тысячи, можно сказать, наших людей прошли эти унизительные процедуры, не добившись ничего. То есть много вот таких, значит, моментов, когда людей унизили, унижают и продолжают унижать. Постоянное издевательство над законом о реабилитации репрессированных народов. Это одно из очень серьезных моментов вот этой так называемой, так сказать, политики заволокичивания. Неутверждение проекта федерального закона о реабилитации ингушского народа, внесенного в свое время в Госдуму ингушским парламентом. Второе. Центральная власть не хочет признать свою военную, политическую и моральную вину за преступления в пригородном районе в 1992 году только потому, что вопрос статуса этого региона – главная цель, мне так кажется, всех поколений ингушей. И он абсолютно не согласуется и не укладывается в российскую геополитическую стратегию на Северном Кавказе, к сожалению, формирующуюся все годы советской власти, пролонгированную в завтрашний день нынешней власти. Ингуши после кровавой осени 1992 года с ностальгической грустью, многие, мне приходилось с этим сталкиваться, вспоминают мягкость сталинской депортации 1944 года, когда организованно были изгнаны с Северного Кавказа на 13 лет. Депортация нашего народа в демократической России длится уже 20 лет, смягчая в кавычках участь обездоленных людей ворохом циничных бумаг разного уровня о необходимости в кавычках возвращения ингушских беженцев в места. Таких бумаг более 200 разного уровня. Ингушей назначили виновные с 1992 года, что привело к эскалации, к сожалению, противоправных деяний в отношении ингушского гражданского населения в приграничье с закреплением итогов этнической чистки 1992 года. К сожалению, приходится это констатировать. Все разговоры о так называемой психологической неподготовленности остинского народа к совместному проживанию в пригородном районе, это в этнических-то селах ингушских, это, конечно, нонсенс. Это жанр беллетристики, потому что ингуши в принципе не желают пускать на родину ни при каких обстоятельствах в ближайшие годы, ужесточая борьбу с международным терроризмом на Северном Кавказе. Это в кавычках вот эта расхожая фраза, которая у нас у всех, к сожалению, на слуху уже много лет. Завершая, я хочу сказать, что приходится только сожалеть о судьбе демократии в нашей стране, но я думаю, что мы должны верить в то, что преобразования должны быть. К сожалению, приходится констатировать, что это не лучший вариант, если судьба целого народа сегодня, в 21 веке, зависит от воли и желания лишь одного человека, наделенного почти императорскими полномочиями, который работает президентом России. Спасибо за внимание. Следующий докладчик у нас Горданов Багаудин, человек, который был тогда в гуще событий, юрист, высокий профессионал, человек, который знает правовой аспект этого события. Пока он готовится, информация на той стороне, справа у нас есть раздаточный материал. Кто желает, может взять книги, диски и другие материалы, газеты.
Я прошу заранее... Слышно нормально? Я прошу заранее извинить меня, присутствующих, прошу извинить меня, особенно прошу извинить меня Марину Джамалдиновну, в связи с тем, что я вынужден буду, повторяю, вынужден буду повторить некоторые моменты из ее доклада, поскольку, в принципе, у нас предмет разговора с ней один и тот же. Хочу начать вот с чего. Геноцид. Что это такое? Это истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, я подчеркиваю, или религиозным мотивам. Поэтому я назвал свой доклад «20 лет очередному геноциду ингушского народа». Когда мне предложили сделать этот доклад, мне первой мыслью было, честно говоря, отказаться от него. Потому что, не потому отказаться, что это тяжело сделать было, что мне нужно было какие-то усилия для этого приложить особые. Просто тяжело было в связи с тем, что уж очень свежо в памяти все то, что в те дни происходило с моим родным народом. Слезы, плач женщин, детей, стариков. Суровые, но растерянные, с играющими желваками лица мужчин. Все это отложило свой отпечаток на тех, кто это все видел. Сейчас, по происшествии 20 лет, наивно задавать вопросы, почему это случилось, где находилась в то время власть. Тогда это вопросы, сегодня они наивные, а тогда это были наивные, но вопросы, остающиеся без ответа. Сегодня только малолетние дети не смогут ответить на эти вопросы. Всем очевидно это уже. Еще и 50 лет не прошло с тех пор, как ингушский народ по воле изувера Сталина, которого наши осетинские соседи не стесняются признавать своим кровным родственникам, поголовно был выселен в Казахстан, в Среднюю Азию, где практически каждая ингушская семья оставила могилы своих родственников, своих близких. На ингушский народ стариков, малых детей, на женщин и даже на воинов советской армии, которые в то время находились на фронтах Великой Отечественной войны, поголовно было наложено, был навешан ярлык предателя Родины. И вот прошло немногим менее 50 лет, а ингушский народ уже объявили агрессором на его же собственной исторической родине. Невольно задаешься вопросом, почему это происходит, когда это началось, почему это стало возможно. Чтобы ответить на эти и другие вопросы, нам кратко, быстренько придется вернуться в прошлое столетие. Нам придется вспомнить, как ингуши сперва лишили своей столицы, правобережной части города Орджоникидзе, ныне Владикавказ, затем как лишили своей автономии путем слияния Ингушетии и Чечни. Как еще до начала Великой Отечественной войны, я подчеркиваю, составлялись планы депортации ингушского народа, о чем поведал миру бывший нарком НКВД СССР Такоев, осетин по национальности, которого трудно заподозрить в симпатиях к ингушам, в эмигрантском журнале «Социалистический вестник» за 1951 год. Именно это же подтвердил и бывший в годы Великой Отечественной войны секретарем члена Ингушского обкома КПСС по идеологии Фильтр. Я подчеркиваю, по идеологии. Об отсутствии каких-либо оснований для поголовного выселения народа заявил председатель, подчеркиваю, председатель КГБ Чечено-Ингушской ССР Межаков. И хотя высшие органы законодательной власти России лишь в конце 80-х и в 90-х СССР и России, в 90-е годы официально подтвердят незаконность и преступность репрессивных актов и депортации отдельных народов, все же Президиум Верховного Совета СССР еще 9 января 1957 года своим указом номер 149-14 восстановил Чечено-Ингушскую ССР в составе Российской Федерации, РСФСР тогда. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но не тут-то было. Под добрососедские отношения народов соседей осетин и ингушей была заложена мина замедленного действия. Причем заложена была одним из государственных партийных деятелей страны Микояном Анастасием Ивановичем с подачи первого секретаря Северо-Российского обкома КПСС Акацева. В составе СССР незаконно были оставлены пригородный район
и часть Малгобекского района до депортации чеченцев-ингушей, входившей в состав Черно-Ингушской ССР. Однако ингушский народ в лице своих, в рамках закона, до полного восстановления своих попранных прав, в лице лучших своих представителей добивался возвращения незаконно оторванных территорий, и усилия народа не пропали даром. 11 декабря 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял постановление о жертвах политических репрессий в РСФСР. Тогда же была создана комиссия Совета национальности и Верховного Совета СССР под председательством Белякова, которая в своем заключении пришла к выводу, что требования ингушского населения о возвращении Черно-Ингушской ССР пригородного района в его границах до 1944 года имеют основания и подлежат рассмотрению Верховным Советом СССР. В состав этой комиссии входил лидер Северной Осетии Галазов, отказавшийся подписать это заключение. Однако вопрос этот так и остался нерешенным Верховным Советом СССР. Несмотря на то, что две другие комиссии под председательством Алакоза и Соболева пришли к аналогичному выводу. Выводы этих комиссий не получили реального воплощения в жизнь, но борьба ингушского народа за восстановление своих прав и своей государственности продолжалась. И эта борьба увенчалась успехом. Вопрос о незаконности депортации целых народов нашел свое официальное подтверждение в правовых актах, принятых высшим законодательным органом СССР. 7 марта 1991 года Верховный Совет СССР своим постановлением номер 2013-1 об отмене законодательных актов в связи с декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильному переселению, и обеспечении их прав, отменил акты высших органов государственной власти СССР, послужившие основой для насильственного перемещения отдельных народов из мест проживания. 26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации репрессированных народов РСФСР. Закон века, как метко окрестили его юристы. Статья 3 и 6 этого закона статьи предусматривают территориальную реабилитацию репрессированных народов. Но механизм реабилитации территориальной так и не был разработан. И это была вторая мина замедленного действия, заложенная в отношении осетин и ингушей. Вместо выработки механизма территориальной реабилитации, правовым основанием для которого служили уже принятые Верховным Советом СССР и РСФСР правовые акты, а в отношении репрессированного народа, а для ингушского народа, кроме того, и закон об образовании Ингушской ССР в составе Российской Федерации, высший законодательный орган Российской Федерации пошел по пути установления переходного периода провозглашения моратория по этому вопросу до 1 июля 1995 года. 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят закон об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. Общеизвестно, что из-за противодействия вопроса образования Ингушской Республики со стороны председателя Верховного Совета Российской Федерации, РСФСР тогда, Хасбулатова Руслана Имрановича, Ельцин вынужден был от своего имени поставить вопрос об образовании Ингушской Республики в повестку дня сессии Верховного Совета. В проекте президента предусматривалось включение в состав Ингушской Республики пригородного района. Но по инициативе Хасбулатова закон был принят без указания границ и районов, включаемых в новое административно-территориальное образование. Таким образом, именно Верховный Совет РСФСР, а если точнее, Верховный Совет РСФСР под давлением Хасбулатова, приняв этот куцый закон, заложил третью мину замедленного действия в осетино-ингушских отношениях. И в этой связи уместно вспомнить эпизод встречи ингушских делегатов с первым секретарем Северо-Осетинского обкома КПСС Досоховым, состоявшийся еще 16 сентября 1989 года в городе Орджоникидзе. Вот как об этом пишет Костоев Беслан Усманович в своей книге «От Иосифа Сталина до Таймураза Мамсурова». Завершая беседу, Досохов сделал заявление, актуальное и сегодня. Мы, ингуши, их родину, пригородный район и часть Малгобекского района не отбирали. Пригородный район нам передала Россия. И если Россия примет закон о реабилитации ингушского народа, и мы вернем им ваши земли.
их надо было вернуть еще в 1957 году. Тогда нам всем было бы сегодня легче. Оставим на совести Засухова это заверение. Скажем лишь о том, что тот же Засухов 13 июня 1991 года, на второй день после избрания Ельцина президентом России, подписывает решение секретариата ЦК КПСС о некоторых проблемах, связанных с реабилитацией репрессированных народов, и рассылает его во все партийные организации страны с указанием, направленными против реабилитации репрессированных народов. Если кто-то думает, что противостояние руководства Северной Осетии и ингушскому народу и попыткам властей СССР и Российской Федерации реабилитировать репрессированные народы началось только со дня принятия закона о реабилитации репрессированных народов, и тем более со дня принятия закона об образовании Ингушской республики, то он глубоко заблуждается. Противостояние ингушам началось в начале 20 века. Попытки забрать у ингушей часть территории, Чмилу-Арс-Болтай, столицу Ингушской автономной области, правобережную часть города Владикавказа, тогда Орджоникидзе. А с СССР и РФ со дня восстановления Черногорской ССР в 1957 году. И продолжается до сих пор, видоизменяясь в зависимости от складывающейся на политическом небосклоне ситуации. Оно выражалось в незаконном введении режима чрезвычайного положения в местах проживания ингушской национальности, пригородный район город Владикавказ, в запрете продажи ингушам домов, выделении лицам ингушской национальности земельных участков и их прописки на территории пригородного района СССР. Это было в 1956 году, в 1982 году, в 1990 году прошлого века. Значительное количество ингушей проживало там, как известно, без прописки. Несложно себе представить, каково им приходилось. Постепенно это противостояние властей Северной Осетии и ингушам все более радикализировалось. Людям старшего поколения памятен случай, когда была вырезана целая семья Калагов в пригородном районе, и в этом гнусном преступлении были совершенно безосновательно обвинены 6 ингушей. Знаю, это не понаслышке. И не важно, что позже выяснилось, что это преступление было совершено близким родственникам убитых, но жизнь невинных людей уже была поломана. И тем не менее следует признать, что хоть противостояние властей Осетии ингушскому народу началось еще с начала 20 века, что мы уже отмечали выше, особо широкий и циничный масштаб оно получило именно после принятия закона о реабилитации репрессированных народов и образовании Ингушской республики. Об этом очень емко, со ссылками на первоисточники, сказано в работах доктора исторических наук, академика Раян Костоева Беслана Усмановича, кандидата наук, одного из лидеров движения за восстановление ингушской государственности, бывшего депутата Верховного Совета РСФСР Богатырева Бембулата Берсовича, председателя Народного совета Ингушетии профессора Сайнарова Бексултана, члена оргкомитета по восстановлению автономии Ингушетии, члена президиума Народного совета Ингушетии, Бокова Федора Павловича, как он себя называет, я русский Боков, чтобы не путали с ингушской фамилией Боков, профессора Тишкова, корреспондентом центральных СМИ Марка Дейча, Ирины Дементьевой и многих-многих других. Нам могут возразить, что многие из названных здесь лиц – это лица, заинтересованные в однобоком освещении данного вопроса. Однако трудно заподозрить предвзятости Тишкова, представителей центральных СМИ, высоких армейских чинов, таких как, например, генерал-полковник Савин. И тем не менее, чтобы нас не обвинили в попытке однобокого освещения этого вопроса, давайте обратимся к официальным цифрам и фактам, установленных компетентными органами. 14 июня 1993 года старший следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре Российской Федерации Костырев подписал справку об образовании, справку о обстоятельствах возникновения северно-ингушского вооруженного конфликта, его развития и роли в нем федеральных органов власти и управления. 14 сентября 1990 года Верховный Совет СССР Северной Осетии постановил наложить мораторий на прописку граждан, как справедливо указал следователь ингушской национальности, подчеркнул, хотя в постановлении Верховного Совета СССР национальность не указывалась, куплю-продажу домов на территории республики. Письмо прокурора республики в адрес Верховного Совета о необходимости приведения этого постановления
В соответствии с законом, последним было, то есть Верховным судом было оставлено, Верховным Советом было оставлено без реагирования, а представление генерального прокурора, я подчеркиваю, Российской Федерации без удовлетворения. Не пусть бы попробовал Верховный Совет какой-либо другой республики так поступить. 19 апреля 1991 года, то есть за неделю до принятия закона о реабилитации репрессированных народов, о предстоящем принятии которого не могли не знать руководство Северной Осетии и Осетинские, в том числе депутаты, в пригородном районе и в городе Владикавказе был введен режим чрезвычайного положения, длившийся до начала этнической чистки в октябре 1992 года. Как усматривается из справки Косарева, для подтверждения обоснованности введения чрезвычайного положения из МВД СССР были переданы следствию материалы, из которых усматривалось, что в тот период на территории пригородного района были совершены несколько потрав урожая, ряд угонов автомашин и сельхозтехники, несколько краж скота. Увеличилось число разбойных нападений. Лица, совершившие эти преступления, в ряде случаев установлены не были. Но утверждалось, что они совершены ингушами. Установлены не были, но утверждалось, что они совершены ингушами. Как тут не вспомнить о безвинно осужденных 6 ингушах, якобы вырезавших осетинскую семью? Как совершенно справедливо указано в справке, введенный руководством СССР режим чрезвычайного положения на территории пригородного района и характер его осуществления в течение 1,5 лет только усугубили ситуацию, нагнетали межнациональную эрозию. В качестве другого фактора, осложнявшего общественно-политическую ситуацию в регионе, способствовавшему резкому усложнению криминогенной обстановки, следователь по особо важным делам указывает на наличие в регионе большого количества беженцев из Южной Осетии и Грузии, стремившихся решить свои проблемы, в том числе за счет ингушского народа, населения этого района. Не здесь ли, можно спросить, вопрос такой задать, не здесь ли кроется причина осложнения криминогенной обстановки в пригородном районе, который пытаются свалить безосновательно на ингушей? Из указанной справки усматривается, что Северная Осетия начала вооружаться сразу же после принятия закона о реабилитации. Я подчеркиваю, я говорю не свои выводы делаю, привожу выводы официальных следственных органов. Сразу же после принятия закона Северная Осетия начала вооружаться. 9 июня 1992 года, июня, при загрузке для отправки в город Владикавказ с участием беженцев из Южной Осетии были захвачены 12 заштатных 122-мм САУ. Это те же самые практически танки. 10 июня того же года была захвачена 442-я центральная артиллерийская база Министерства обороны Российской Федерации, с которой было похищено 14 КАМАЗов с боеприпасами и свыше 400 единиц стрелкового оружия. Осенью 1991 года управлением сельского хозяйства, я подчеркиваю, сельского хозяйства пригородного района, под видом необходимости их использования в народном хозяйстве у производственного объединения «Воронежское» были приобретены 21 БРД, это боевая машина десантник, 2 бронетранспортера, которые десантниками используются, с приборами ночного видения, радиостанциями, фильтровентиляционными установками. И не важно, что опытом использования подобных боевых машин в сельском хозяйстве не обладает ни одна страна в мире, даже с развитым сельским хозяйством. Приоритет остается за Северной Осетией. Осталось лишь выдать патент. Но вот следователь по особо важным делам с этим не согласен. И он утверждает, что эти машины используются в боевых действиях. Это было доказано. Также установлено, что накануне вооруженного конфликта, начала этнической чистки, а если точнее, как мы уже говорили, геноцида ингушского народа, в распоряжении МВД СССР прибыл эшелон с 24 ПТР-80 с полным вооружением. Но и этого руководства Северной Осетии оказалось недостаточно для успешного осуществления геноцида своих же граждан ингушской национальности. 31 октября 1982 года в Владикавказ прибыли вице-премьер Российской Федерации Хижа, председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Шойгу, его заместитель Филатов, командующий внутренними войсками МВД, то
Российской Федерации Савин, у прибывших представителей правительства РФ Галазов устами своего подельника Хитабурова потребовал выдачи 15 тысяч автоматов с боеприпасами, пригрозив в противном случае захватить все вооружение подразделений российской армии, дислоцированных в Владикавказе. Для устрашения были взяты в заложники жена и дочь начальника штаба армейского корпуса генерала Скобелева. Очень здорово. В тот же день Хижаль вынес распоряжение о выдаче 642 единиц стрелкового оружия различного вида, по 2 боекомплекта к ним, а также 18 боевых машин пехоты. Но и этого оказалось мало для наведения, скажем, общественного порядка на половине территории одного сельского района. 1 ноября 1992 года Шойгу для обеспечения общественного порядка и стабилизации политической обстановки распорядился выделить 57 танков Т-72. Свою справку следователь по особо важным делам завершает следующими словами. В ряде случаев при прямом попустительстве объединенных сил МВД РФ и МВД СССР вооруженными формированиями осуществлялись взрывы домов, незаконные заселения в оставленные беженцами дома и квартиры. Расследование продолжается. Именно по этой причине, что расследование продолжается, следователь воздержался от более категоричных оценок и выводов. Поэтому и не упомянул, что взорваны и разграблены большинство ингушских домов, практически во всех селах пригородных районов, в которых проживали ингуши. А следствие длилось еще около 2 лет. И завершил его почему-то не работник Следственного управления, а помощник генерального прокурора Российской Федерации Чуглазов. Завершил полным прекращением дел по всем эпизодам в отношении всех прямо или косвенно причастных к этой бойне лиц. Непредубежденный и маломальски разбирающийся в вопросах следствия человек, внимательно ознакомившись с выводами Чуглазова, поймет, что последний не устоял перед давлением сверху и пошел на сделку со своей совестью. Даже указывая, что действия тех тогдашнего руководства Северной Осетии содержат в себе прямое нарушение закона, господин Чуглазов умудрился найти лазейки для оправдания их действий, независимо от того, что эти действия так или иначе повлекли за собой гибель сотен ни в чем не повинных мирных граждан. И как тут не вспомнить генерал-полковника Савина, о котором мы говорили, командующего на тот момент внутренними войсками России. Генерал Савин не побоялся выступить в Верховном Совете Северной Осетии и заявить, что люди, страдающие от возникшего конфликта, независимо от национальности, для него одинаковы. Чем вызвало возмущение осетинских депутатов, недовольных тем, что генерал ставит на одну доску лиц ингушской и осетинской национальности. Об этом в постановлении Чуглазова, как и о том, что не пожелал участвовать больше в этой бойне, генерал подал в отставку, тоже ничего не сказано. В официальной прессе, но это в показаниях есть, потому что они не приведены в этом постановлении. В официальной прессе трагедию ингушского народа осенью 1992 года принято называть осетино-ингушским конфликтом. Вооруженным конфликтом. Об этом уже Марина Джамалдиновна говорила. Но чуть-чуть повторюсь. Что за это было все-таки на самом деле? Для этого нам необходимо привести некоторые статистические данные. Мы уже говорили о том, сколько и какого вида оружия и вооружений было передано осетинской стороне конфликта, в том числе легально и нелегально созданным незаконным вооруженным формированием, в дополнение к тому, которое у них и у осетинского населения уже было на руках. А теперь посмотрим, сколько и какого вида оружия было у другой стороны. Как указано в справке следователя по особым важным делам Косарева, ингушская сторона на начало вооруженного конфликта располагала 176 автоматами, 7 пулеметами, 5 гранатометами, менее 90 штук противотанковыми гранатами и до 500 штук лимонками. Это гранаты противопехотные. Ну и сравните с танками, с БТРами, с БРДМами, со всеми, что было в осетинской стороне. Но это как бы доказанный факт. Но есть еще у нас, оказывается, вернее, у нас, оказывается, было еще раз. Это мифические 15 танков, реактивные установки «Град» и даже 2 самолета Су-25, якобы базировавшиеся в селе Мужичи,
где отродясь не видели не только взлетно-посадочной полосы, но и асфальт. О чем со смехом рассказал даже сам Шойгу. И как доказалось, следствие ингушей не было ни одного незаконного вооруженного формирования. Правда, было решение об организации гвардии, которое так и осталось лишь на бумаге. Теперь посмотрим, какими людскими резервами, способными держать в руках оружие, располагали обе стороны. Воспользуемся данными, изложенными во многих источниках, в частности, в книге Бербулата Богатырева «Россия и ингушский вопрос. Как это было», Федора Павловича Волкова, а это и есть фашизм, в которых приведены наименования воинских формирований с указанием численного состава этих частей. Всего в конфликте на стороне Осетии было задействовано воинских частей с общим числом военнослужащих в количестве 30,5 тысяч человек. Осетинские незаконные вооруженные формирования насчитывали 33 тысячи человек, включая 2 казачьих полка, плюс ОМОН МВД Северной Осетии 4,5 тысячи человек. Итого 37,5 тысяч человек. Всего за против ингушей было задействовано 68 тысяч первоклассных вооруженных бойцов, на вооружении которых имелись танки, самоходные артиллерийские установки, ракетные установки, ГРАД, БТР, самолеты, вертолеты и другое вооружение. И все это против 70 тысяч мирных жителей, из которых 2,5 составляли старики, женщины и дети, практически безоружные. И это называется осетино-ингушским конфликтом, вооруженным конфликтом. Нам могут возразить, что российские войска не участвовали в геноциде ингушей, населения, так скажем, ингушского населения пригородного, а лишь выполняло задачи по разъединению противоборствующих сторон. Безосновательность такого утверждения очевидна. Во-первых, факт передачи осетинским вооруженным формированием тяжелого вооружения говорит, на чьей стороне были вооруженные силы Российской Федерации. Во-вторых, факт полного разрушения практически всех ингушских домов в большинстве сел пригородного района, где проживали ингуши. Факт разграбления и разрушения только в городе Владикавказе 60 ингушских домов и 500 квартир, это видно из постановления того же старшего помощника генерального прокурора Чуласова, безусловно свидетельствует, что если российские войска не сами разрушали эти дома, то во всяком случае потворствовали тем, кто их грабил, а затем разрушал. В подтверждение этого вывода обратимся к словам командующего внутренними войсками МВД РФ на тот момент, генерал-полковника Савина, который мы уже упоминали. Рапорт об отставке я подал, когда узнал, что они, Грачев, Ерин, Баранников, Хижа и другие, все-таки приняли решение вводить войска в Ингушетию до границы с Чечней. Вслед за нашими боевыми порядками, я подчеркиваю, либо осетинская национальная гвардия, ополченцы и юго-осетинский батальон. Для чего это должно быть порядок? Сошлемся также на заявление министра внутренних дел Северной Осетии, сделанное в те дни по местному телевидению. Пока Россия на нашей стороне и ингуши безоружные, нам следует убивать их как можно больше. В то же время беженцы из пригородного района утверждают, что огонь по домам ингушей вели в основном российские танки. Поскольку мы уже здесь привели слова генерала Савина о решении ввода войсковых соединений в Ингушетии и далее в Чечню, напрашивается вопрос, почему федеральные войска приняли сторону Осетии. Вопрос более чем правомерный, если учесть, что Россия сама признала необходимость реабилитации, в том числе территориальной, народов, подвергшихся депортации. Если учесть, что она посчитала необходимым образовать Ингушскую республику. И особенно если учесть, что руководство Северной Осетии однозначно поддержало ГКЧП и до определенного момента не поддерживало курс строительства нового общества, взятый Ельциным и его сторонниками. Ответ на этот вопрос не так сложен, как может показаться вначале. Осетинское руководство всегда славилось умением обращать себе на пользу складывающиеся на тот или иной момент обстоятельства. Об этом свидетельствуют исторические факты. Так они поступили на сей раз. Не сумев добиться желаемого для себя результата в парламентской борьбе, каким путем пошли ингуши, они решили пойти, что называется, ва-банк, начать вооруженную провокацию, чтобы не дать ход территориальной реабилитации ингушей. Но и тут им, что называется, подфартило.
России нужно было хоть как-то поставить на место решившую отделиться от нее Чечню. И нужен был повод для введения войсковых соединений в мятежную Чечню. И такой повод им дало руководство Северной Осетии. Дело в том, что оно сумело через нужных людей убедить руководство России, что если ударить по братьям чеченцев и ингушам, то мятежная Чечня обязательно придет на помощь ингушам. И тогда Россия, без оглядки на мнение мировой общественности, в защите своего суверенитета, может нанести ответный удар по Чечне, поставив последнюю на колени. И хотя за спиной той же России руководство Осетии вело переговоры с генералом Дудаевым о невмешательстве Чечни в конфликт, своей цели Осетия все же добилась. Россия помогла осетинам в уничтожению ингушей, а руководство Северной Осетии избежало ответственности за геноцид своих же жителей ингушской национальности. Но продолжим прерванное. Может быть, все-таки ингуши первыми начали конфликт, как утверждает осетинская сторона? Ответ на этот немаловажный вопрос очень прост. Если зададим себе еще несколько простых вопросов. Какая страна первой начала вооружаться? Когда и как она стала вооружаться? Кто и с какой целью создавал незаконные вооруженные формирования? Вопросы несложные, и мы уже их освещали в настоящем докладе, и ответ однозначен. Северная Осетия. Причем сразу же после принятия закона о реабилитации репрессированных народов еще до образования Ингушской республики. Но чтобы нас не обвинили в одностороннем подходе, предвзятости, мол, это еще недостаточно доказательств для вывода о том, какая страна первой все же решила начать военные действия. Обратимся к официальным источникам, то есть официальным выводам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Вот вывод следователя по особо важным делам Костарева. Официально признано, что вооруженный конфликт начался утром 31 октября 1992 года, когда группа вооруженных лиц ингушской национальности напала на КПП-25 в Чермени, в селе Черменсу-СС. Я подчеркиваю, утром 31 октября. Официально признано. Вместе с тем, у следствия имеются материалы, свидетельствующие о том, что уже в ночь на 31 октября обстрелу были подвергнуты ингушские кварталы сел Тарбелеевка и Октябрьская пригородного района. Помощник генпрокурора Чуглазов, утверждая, что первыми начали стрелять ингуши, все же вынужден был признать, что вооруженный конфликт начался вечером 30 октября. Причем он вынужден был также признать, что это стало неожиданным для ингушей. Итак, высокопоставленные лица, представляющие Генеральную прокуратуру страны, вынуждены констатировать факт вооруженной агрессии осетинских легальных силовых структур и незаконных вооруженных бандформирований против мирных жителей своей же республики ингушской национальности. В разных источниках называются разные цифры. Увидели раненых людей, пропавших без вести за несколько дней октября-ноября 1992 года. Но разница этой цифры не намного. Согласно данным, приведенным в книге Федора Павловича Бокова, историка русского по национальности, как я уже говорил, за несколько дней так называемого вооруженного конфликта было убито 586 человек, свыше 1500 человек ранено, 186 человек пропало без вести. Эти цифры подлежат, конечно же, уточнению. Стерты с лица земли 16 сел ингушских вместе со школами, изгнано силой оружия 70 тысяч жителей. Естественно, потери другой страны в разы меньше. К этому стоит добавить, что заблаговременно составлено списком жителей ингушской национальности города Владикавказа выезжали вооруженные члены Бангу, то есть члены, по сути, Бангу, забирали всех членов семьи, а списки были подготовлены. Я вам скажу по секрету, у меня был там дом, так трижды на воротах моего дома были нарисованы кресты. И это на всех ингушских домах. Забирали всех членов семьи от мала до велика и припровождали в заранее созданные концлагеря, а все ценное из квартир прихватывали с собой. Такой участи не избежали даже известные в Осетии высокопоставленные, известные писатели ингушской национальности, например, заместитель министра юстиции Северной Осетии Бакхиев Рашид Хусейнович, известный писатель Базошкин Идрис Муртузович. Прошло уже более 20 лет со дня этой трагедии, стыдливо именуемой Российско-ингушским вооруженным конфликтом, а фактически являющийся геноцидом ингушей граждан Северной Осетии. И, возможно, эта кровоточащая рана уже была бы на стадии излечения,
если бы не действия осетинской стороны под всякими надуманными предлогами, препятствующие процессу выздоровления. Предпринимаются всевозможные, казалось бы, даже невозможные меры для того, чтобы не дать возможности ингушским беженцам, гражданам своей же республики вернуться в свои дома. И тем, кто нашел возможность вернуться, не дать возможности нормально жить и трудиться. И это несмотря на то, что парламент Ингушетии принял закон о местном самоуправлении, фактически означающим отказ от части нынешнего пригородного района, исторически принадлежавшего ингушам, и по закону должного им принадлежать. В феврале 1993 года в ходе переговоров осетинской ингушской делегации по вопросу возвращения беженцев в городе Кисловодске, я, возглавлявший тогда экспертную группу ингушской делегации, сказал руководителю ингушской делегации президента Аушу, что если мы подпишем проект постановления, предлагаемый нам осетинской стороной, наш проект они сразу же отвергли, хотя он полностью соответствовал требованию 7-го съезда Верховного Совета Российской Федерации. Багудин, все, я заканчиваю. Проект Аушу подписал. Беженцы все еще ждут наступления возможности вернуться домой. Сколько же еще ждать? И сколько еще ждать, чтобы руководители страны поняли, что собственные законы надо исполнять. Сейчас предоставляется Ибрагиму Чиниеву, который по-своему прочитал большой объем документов, прочувствовал его через свое сердце, и он хочет поделиться со всеми с нами прочувствованным. Пожалуйста, Ибрагим. Из выступления Галазова. 7 ноября, через неделю после нападения Северной Осетии на территорию пригородного района Владикавказа, где проживали ингуши, председатель Верховного Совета Северо-Осетинской Советской Социалистической Республики Галазов отметил на пресс-конференции: российские войска пришли в республику потому, что обязаны защищать свою территорию. Мы рассчитываем на них, и впредь мы без них не обойдемся. Свидетельские показания жителя пригородного района Бузуртанова Исы Юнусовича, проживавшего в селении Камбелеевского, ныне в Назране. Еще до 30-го по нашим улицам начали разъезжать БТРы. Останавливаясь у осетинских домов, шла открытая раздача оружия. В ночь с 30 на 31 октября мы в полной мере осознали безвыходность нашего положения. После 22 часов Камбелеевский химзавод дал продолжительную сирену. Были даны сигналы тревоги и на других предприятиях. И тут началась интенсивная стрельба по нашим домам. Первый выстрел произвел БТР, ушедший по улице Маяковского в сторону пятиэтажек. Полоснув длинной очередью, он скрылся, и тут начали стрелять уже со всех сторон. Ночью, примерно в 4 часа, нас стали обстреливать из гранатомета со стороны ветлечебницы по улице Речной. Автоматическое оружие в это время не смолкало. Огонь гранатометов сделал свое дело, запылали наши дома. К утру 31 октября, в начале 8-го, этот ад утих. Часам к 9 прибыла делегация во главе с замом генерала Савина, как он представился, а также Сикоев, замминистра внутренних дел СО СССР, Куштов Якуб и Татиев Руслан. Произвели осмотр разрушенных и обстрелянных домов, поговорили с народом. Сикоев и генерал начали оправдываться, говоря, что больше обстрела не будет, виновные понесут наказание. И в этот самый момент начался очередной обстрел. Сикоев тут же занервничал, забегал, начал звонить, и немного времени спустя они уехали, оставив нас в неизвестности. С большим удовольствием предоставляю слово профессору Бексолту
Чайнароеву, обо всех регалиях которого нет смысла говорить. Пожалуйста. Уважаемые гости, дорогие соотечественники, предмет сегодняшней нашей встречи, он тронул души всех ингушей того времени, того периода. Я думал, будет затрагивать и души новых поколений. Значит, никогда никому не удастся стереть из памяти эти страшные события 31 октября и 5 ноября 1992 года. К сожалению, в прессе со стороны ингушей в последнее время все больше намечается зализывание все, что происходило. Говорим, что произошел конфликт, и редко кто говорит о причинах этого конфликта. Я думаю, что так продолжаться не может, и думаю сказать, что это не воля ингушского народа. Воля ингушского народа выражена референдумом, и ингушский народ проголосовал, отдав голоса 97,5% за то, чтобы создать ингушскую государственность на его исторической территории, на той территории, которая ему принадлежит по закону, по праву. И всяческие попытки сейчас говорить о том, что это была трагическая страница, и мы ее перевернули, я думаю, это не соответствует воле и чаянию нашего народа. И вряд ли это можно на самом деле себе так представить. Дело в том, что в эти дни мы видели, какие гробы нам доставлялись из пригородного района, какие трупы мы получали. Значит, это было настоящее варварство. Трупы поступали обезображенные, разрезаны животы, распороты животы, пересечены горло, выколоты глаза. Это, значит, нормальный человек, нормальный враг так поступать не мог. Это было зверство. Мы знаем с вами и не можем забыть, что дети тех ингушей, которые оказались, значит, вместе с родителями в заложниках, выбрасывались живыми на корм свиней. Как можно эти факты забыть? Как можно это отрицать? Ну ладно, прошло 20 лет. Говорят, есть демократия, есть желание примирить народы. Вот если вы посмотрели, прочитали интервью главы нынешней Осетии Мансурова, вы ни одного, значит, кивка в ту сторону, что извините, значит, что мы совершили с вами, нет. Есть очень уверенное, значит, и, значит, наглое поведение руководителя республики, который говорит, что мы достойно обороняли, защищали нашу страну. И говорит это когда? Тогда, когда, как здесь было в докладах двух отмечено правильно, что официальные органы, уполномоченные съездом, Народным съездом Российской Федерации, это органы прокуратуры, провели расследование и пришли к выводу, что ничего подобного, никакой агрессии ингуши не совершали и совершить не могли. И это сказано главнокомандующим вооруженными силами Министерства внутренних дел генералом Сабиным. Как могли ингуши совершить? У них не было никакой возможности, у них не было тяжелого вооружения. Единственное, чем они были вооружены, он говорит, ну, кое-кого было стрелковое оружие. Тогда как, какой арсенал был на другой стороне, мы с вами видим. Видим из этого доклада, видим из тех книг, которые написаны. И на самом деле это так и есть и сегодня. Мне кажется, что то ли у нас не хватает мудрости, то ли не хватает других качеств. Я ничего плохого не имею против осетинского народа. В этом народе и в дни конфликта были люди, которые сочувствовали ингушам,
которые, значит, проявляли себя демократично, помогали спасти ингушских детей, а иногда отпускали тех заложников ингушей, которых увозили в город для расстрела. В частности, вот Темирханов был свидетелем, когда 12 человек, вывезенных для расстрела в горы, были отпущены только потому, что в команде тех, кто должен расстрелять, оказался шофер, водитель, который работал с Темирхановым в одной автобазе в течение 7 лет. И он говорит: я не могу расстреливать. Значит, мы вас отпускаем, протокол составим о том, что мы вас расстреляли. То есть такие были люди. Был профессор в Москве, осетин, который официально сказал: братья осетины, мы с вами не правы в ингушском конфликте. Ингушские земли надо отдать. Так только за то, что он это сказал и выступил здесь. Экстремисты, направляемые Галазовым, сожгли его дом во Владикавказе. То есть поэтому будет несправедливо говорить, мне неудобно о том, что весь осетинский народ был такой. Что же касается руководства Северной Осетии того периода, 92-го года, 91-го года, я не однажды с ними встречался вместе с нашими депутатами. И мы делали все, я это говорю для молодежи, для того, чтобы предотвратить конфликт. Мы даже говорили: давайте в этих селах, где живут ингуши, если неспокойно, создадим совместные отряды милиции, которые там патрулировали. То есть половина ингушей, чтобы в этой патрулях, чтобы были половина осетин. И эти предложения отвергались. Мы встречались буквально 23, 24, 26 октября, то есть за неделю до этого конфликта. Я вам должен сказать, что, будучи до 24 числа в Москве, октября месяца 1992 года, мы, представители ингушского народа, я как председатель оргкомитета и Народного совета Ингушетии, депутаты Богатырев, Бенбулат, Костоев Ибрагим, представитель президента Костоев Иса и другие прошли по всем инстанциям официальных органов правительства Российской Федерации, администрации президента, письменно просили, что идет стрельба в Ингушетии, уже несколько человек расстреляны, просим вас вникнуть, остановить. Обратились в прокуратуру и безопасности, Федеральную службу безопасности. Везде были официально эти материалы сданы, нам говорили: там наша комиссия работает, мы ее усилим, все будет хорошо. То есть ингуши в лице их представителей все, что возможно было, сделали, чтобы не было войны. Мы приезжали в эти дни в Северную Осетию. 26 числа я встречался в Доме культуры в поселке Корца. Вместимость этого Дома культуры 400 человек. Он был битком набит. Я обращаюсь к тем, как Ильгову и другим, кто пострадал от предыдущих конфликтов, умолял их: не поддавайтесь вот этой провокации. Сейчас идет провокация, чтобы сорвать создание. Дайте нам создать государственность. Умоляю вас, не ввязывайте всех ингушей в сведение своих счетов личных, кровной мести и так далее. Мы погибнем. Стоят здесь 10-тысячные войска, выведенные из Германии. Осетины их запросили специально для того, чтобы нас попинать, если мы здесь возникнем. И эти призывы, конечно, были услышаны. Многие себя повели сдержанно, но не от ингушей зависело начать этой бойни или не начинать. Это было, как отмечено докладчиками, заблаговременно подготовлено до октября 1992 года. За подготовка шла планомерно и нагло. Я вам должен сказать, как участник событий тех дней, что ингуши в те дни вели себя более решительно. Даже не имея республику, мы себя говорили, что мы представители ингушского народа, мы это не потерпим, это надо сделать так или иначе. Но ведь только как пришла власть, извините меня, все поменялось. Власть только хочет говорить, я имею в виду всех 3 президентов, которые были и есть. Ну,
избирательно говорит то, что нравится федеральным органам. Так, если так пойдет дело, мы с вами... Как мне представляется, если так пойдет дело, если так себя будут вести ингуши, в том числе и не рядовые, а те, которые должны отстаивать права ингушского народа, мы никогда ничего у России не добьемся. России нужно доказывать, что это так, это по праву, и по-другому никто не примет это решение. Могу я, мол, пойти просить всех, но меня никто не послушает. На самом деле это так. Вот нам надо перебороть себя, перестраиваться надо, и надо более решительно, в демократических формах, но требовательно заявлять о правах ингушского народа. Политическими средствами. Нам не надо пускаться в драки, мы уже считаем себя цивилизованными людьми, но что касается наших прав, то у нас должно хватить мужества и мудрости сказать «это так». Белое – это белое, черное – это черное. Я, как специалист, должен сказать, что нельзя путать, значит, перекраивание границ, определение границ и так далее в нашей ситуации. У нас нет такой ситуации, чтобы нужно было определять границы. У нас есть ситуация, граница была в 1944 году, поскольку она тогда разрушена, нарушение Конституции, нарушение законов 15 статьи Конституции Чечено-Ингушской республики, когда не разрешалось без согласия автономной республики решать вопрос ее расформирования и так далее, и так далее. Все это произошло. Российские власти на государственном уровне, высшем, признали, что это преступно, что это нарушение, что это незаконно. В 90-м году, 91-м, 89-м приняли декларацию. Так вот, сейчас нам надо говорить, уважаемые руководители, мы вас любим, мы будем поддерживать вашу линию в нашем крае. Но народ, и я в том числе, как частица этого народа, хочу, чтобы была восстановлена то, что положено по закону. Если этого мы не скажем, то грош нам цена. Грош цена тем деньгам, которые мы заработаем, занимая какие-то должности. Эти должности, значит, всегда останется ингушский народ, и он должен быть на той земле, которая ему принадлежит по праву. Ничего незаконного мы делать не должны. У нас есть разумные люди, мы можем сказать, как это должно делаться, и делать это должна власть Российской Федерации. Почему это должна делать власть Российской Федерации? Во-первых, обращаясь к молодежи, Российская Федерация является правопреемником СССР, то есть той державы, которая развалилась в 90-х годах, той державы, которая выслала незаконно чеченцев, ингушей и других народов. Раз она является правопреемником, то она должна приобретать все выгоды и все неблагополучные последствия действий своего правопредшественника. Вот это первая аксиома. А во-вторых, что касается 92-го года, то власти России здесь запутались во всем и фактически стали соучастниками этого геноцида. Стали соучастниками, потому что без поддержки российской армии, без заверения руководства Чечни о том, что они останутся нейтральными, никогда осетины один на один не посмели бы выйти против ингушей. Я не хочу слишком много внимания уделять критике того, что есть сегодня, но мне, как ингушу, не нравится, что висит объявление на наших самых компьютерах о том, что 4 ноября перечислено все, где был осуществлен геноцид ингушского народа. Я хочу
возвращаясь вот к тому тексту, сказать, что нам действительно надо вести переговоры, скажем, со всеми соседями, искать хороший, добрый путь развития добрососедства. Но это должно делаться адекватно. Если к нам относятся с уважением и говорят, пожалуйста, мы с вами готовы вот это сделать для общих дел, то да. А что касается, если нам говорят, вы что, нашу страну хотели разграбить, а мы от вас защищались, то какой с ним может быть хороший диалог? Этот диалог должен поменяться местами. Надо сказать, в самом худшем случае, хорошо, давайте извинимся за то, что произошло, или будем сожалеть, что произошло. С обеих сторон. А сейчас ведь, если вот так пойдет дело, Мамсова говорит, мы уже определили границы. Тем, что приняты законы о местном самоуправлении, мы, конечно, писали, тогда меня запрашивали, доклад мой на этом съезде, я направил доклад и президенту республики, и председателю правительства. И писал там, что умоляю вас, значит, не сделайте это в отношении наших западных границ. Там этого делать нельзя. Если мы с вами примем закон и определим, что наши муниципальные образования, которые граничат на западе Северной Осетии, то вы все проблемы федерального центра решаете. Они возьмут ваш закон, проштампуют и скажут, мы решили сами, решили, мы вам подтверждаем. Получите то, что вы сделали, вот ваши границы. И это, значит, я хочу внимание чуть больше занять, я обратить внимание, значит, на следующее обстоятельство. Когда закон был принят, вопреки там позиции отдельных людей, я был в числе тех, кто встречался с главой республики накануне принятия этого закона, 5-6 человек нас было, там эту позицию высказывал. Когда все-таки не послушались позиции отдельных участников и все-таки закон приняли, я обратился телеграммами в адрес председателя парламента и в адрес президента. И просил их, ни в коем случае, если вы безоговорочно примете этот закон, не будет какой-либо оговорки о том, что западная граница это не распространяется или там вопрос предстоит решить, то, говорю, вы сделаете самое печальное, что только может быть в истории. Ну, послушались моих телеграмм, не послушались, не могу сказать, но в конце концов в законе сделано примечание, что западных территорий Ингушетии отдельно вопрос о возврате этих территорий будет решаться парламентским путем. Такая оговорка в этом законе есть, и мы, я думаю, в какой-то мере можем двигаться в этом направлении, и мы себе не закрыли так прочно дорогу к продолжению нашей справедливой политическими средствами, парламентскими средствами борьбы для того, чтобы восстановить ингушей в нарушенных их правах, нарушенных этим государством. И последнее. Я признателен организаторам за то, что сегодня здесь на экране прокручивали портреты тех, кто погиб безвинно. Список есть. Погиб безвинно в этом геноциде ингушского народа. Я рассматриваю этих людей героями, многих из них знаю, какие подвиги они совершили, как они мужественно боролись против несправедливости. Некоторые просто были расстреляны в своих домах и не спрашивают, чем они занимаются. Так вот, у нас есть бизнесмены, есть состоятельные люди, мне бы казалось, и есть журналисты. Я бы внес предложение, чтобы издать книгу и включить всех этих людей в книгу, значит, жертв геноцида ингушского народа 1992 года. И хочу сказать, что в этой книге было бы уместно назвать имена таких людей, которые тогда в этой жестокой бойне нам помогали. Это Марк Деич, Дементьева, то есть не только ингуши, которые там по праву должны были стоять, но и представители других народов, которые нам помогали. Их надо
Федора Павловича Бокова. Много таких людей, которые достойны развернуты, чтобы в этой книге рассказать. Я думаю, что это тоже надо подумать. Благодарю вас. Мы очень рады, что такое выступление состоялось. 20 лет назад Истропил Эсмурзиев написал стихотворение, которое через 20 лет молодой человек, очень активный представитель ингушской молодежи в Москве, Магомед Хатиев, захотел его прочитать. Магомед, пожалуйста. Стихотворение называется «Геноцид». Уж пятые сутки грохочут снаряды, у гор наших снежных бушует война. Без поддержки остались наши ребята, ингушей ведь врасплох застала война. Ах, войнахи, войнахи, опять нам шалаш, от соседей нам снова разбой и война. Как всегда, осетинам подкинут марьяж из колод, что у шулера одежда полна. Не скорби, что без крова остался ингуш, и так чаша скорби до предела полна. За павших родных, за порубанный кров наш, за все мы соседям отплатим сполна. От пятых колонн мы избавимся скоро. Кто ставку уже делал на этих изгоев, к печали своей он увидит, как споро республика наша пестует героев. Аллах не оставит народ наш в беде, коль скоро мы сами поможем себе. Очищайте от скверны души свои, не теряйте надежды в единство сыны. Исе Хаматканову, заместителю руководителя Координационного совета Ингушской общины Москвы, Московской области. Дарига Олшинды, Бог тағын верхте ғанд, пейдің болыр. Соғды байқаманды, пәтште әқтуқ болыр, Бог ғылтағын. После выступления таких маститых людей, которые здесь, очень обстоятельный доклад был Марьям Индиевой, очень хороший анализ был сделан Гордановым. И, конечно, всем, наверное, понравилось выступление нашего Сайнароева Бексугана. Вроде ничего не оставили мне сказать, но тем не менее, как Ингуша решил свое мнение, и свое видение, и свою боль с этой трибуны передать нашим. Здесь в зале присутствуют три поколения нашего народа. Во-первых, я хотел, хотя об этом говорилось, небольшой экскурс, я постараюсь в Бетингере быть очень коротким, чтобы люди у нас устали. Когда наша республика была восстановлена в 1957 году, как известно, она должна была быть восстановлена в границах 1944 года. Это предусматривало в том числе включение нынешней территории города Орджоникидзе, Владикавказа, до включительно площадь Штиба, где вот нынешняя площадь Штиба. Ну, вы знаете, что произошло. Произошел торг простой между тогдашним председателем Совета министров член Ингушетии Гайбековым Муслимом и руководством Северной Осетии. Этот торг предусматривал присоединение Черно-Ингушетии 3 районов: Каргалинского, Филковского и Наурского, по площади, которые превышали нынешнюю территорию или ту территорию, которая в период высылки, на момент высылки пригородного района. В результате Черно-Ингушетия получила серьезную территорию. Ну и мы знаем, когда мы разделились, эта территория осталась у наших братьев. И у нас остались эти проблемы, которые у нас сегодня есть. Кроме того, очень обидно, что сегодня эти наши братья претендуют на нынешний Сунинский район, в границах населенных пунктов там Нестеровской, Вознесеновки
это Слепцовская, Орджоникидзевская, Карбулака и Троицкая. Дело в том, что получается так, здесь мы виноваты и с этой стороны виноваты. Какой у нас выход? Выход абсолютно хладнокровно свою правоту доказывать. Мы абсолютно ни перед кем не виноваты. Когда произошел этот конфликт 20 лет назад, значит, наше тогдашнее руководство и второе там руководитель и сегодняшний руководитель пытались очень деликатно решить этот вопрос, чтобы дальше этот конфликт не распространялся. А наши же оппоненты, руководители Северной Осетии, и первый там Галазов, и Засохов, и сегодняшний, они с ног на голову переворачивают эту проблему. Сегодня они умудряются до того, что мы чуть ли не виноваты в том, что мы имеем эту, значит, свою родину, Пригородный район, что мы о ней даже думаем, мы, оказывается, думать не имеем права. Сегодня наши руководители ставят только вопрос о том, что хотя бы вернуться во все населенные пункты без ограничения, без этих ограничений там, на водоохранную зону, там, на другие зоны. Даже это нам не позволяется. Что мы можем сделать в этой ситуации? Я думаю, что самое главное, просто я хотел бы обратиться к молодежи, которая сегодня здесь сидит. Почему мы оказались виноваты? Потому что мы были слабее. Вы все знаете, когда не было, когда два человека встречаются, выигрывает тот, который сильнее. Слабее, оказывается, виноваты. Так же и с нами произошло. Для того, чтобы мы не были слабыми, я просто призываю молодежь, которая здесь сидит, учиться лучше, познавать науку, любить свою малую родину и никогда не забывать о том, что это наша родина, кто бы что бы ни говорил. И никогда не ссылаться на то, что сказал глава, какой бы ни был, там, первый, второй, третий или будущий, он такой же ингуш, как вы все, просто он оказался в нужное время, в нужном месте. Не забывайте, что мы ингуши. У нас вот, когда вот этот конфликт, к моменту конфликта, это наша нация небольшая была самая сплоченная, самая патриотично заряженная. Благодаря нашему народу и благодаря нашим активистам был этот закон о реабилитации репрессированного народа принят. Колоссальная заслуга нашего народа. Но я не умаляю заслуги других народов, наших братьев-чеченцев и других там 13 народов репрессированных. Куда же это у нас делось? Давайте вернемся в этот 92-й год, но более с качественным подходом, чтобы у нас вот сегодня много молодежи учится в Москве и в других городах. Вы должны знать, что на каждого из вас смотрят ваши родители, ваши родственники. Что благодаря тому, что если вы хорошо выучитесь, вы сможете доказать, не бояться, на всякий случай не жить, а доказать то, что мы россияне, мы ничего не просим, мы просто просим, чтобы нашу колыбель, историческую нашу родину нам вернули. Да, я тубаху делал. Из выступления Галазова 10 ноября 1992 года на сессии Верховного Совета СССР. В ближайшее время силами подразделений МВД, Министерства безопасности, Народного ополчения, Гвардии с помощью объединенных войск Российской Федерации мы до конца должны очистить нашу землю от ингушских бандитских формирований и надежно защитить территорию Северной Осетии. Из выступления по северо-осетинскому телевидению генерала Филатова. В столь тяжелые дни, которые переживает сегодня народ Осетии, я хотел бы вам хоть что-то приятное сказать. Сегодня в 12 часов 45 минут приземлился первый самолет с воздушными десантниками, с техникой и вооружением из состава 2 парашютно-десантных полков, которые будут размещены здесь, в Северной Осетии.
Россия не забыла своих верных сынов осетин, которые верой и правдой служили ей долгие годы. И уже сегодня воздушные десантники во взаимодействии с войсками МВД России выступят против агрессора. Давление на агрессора будет нарастать. И я абсолютно уверен в том, что когда мы все вместе, нас никогда не победят. Я не думаю, что мы долго будем здесь вычищать тех, кто хочет нарушить мир, труд осетин. Из свидетельских показаний я Башир Бузуртанов, потомственный шалхиец. В Шалхи, теперь Октябрьская, похоронены мои дед и отец. Отцу, когда он вернулся из ссылки, не разрешали поселиться в родном селе. Он мечтал выкупить свой дом, но новые хозяева отказали. С этой заносой в сердце он умер. В июле 1990 года, выполняя его завещание, я купил дом в Шолхе. На это ушли все отцовские сбережения. А 2 августа мне во двор забросили зажженные факелы. Это такие палки с ветошью на конце, замоченные соляркой. В то время там еще жил осетин Занагов, который продал мне дом. Он и потушил факелы. Хмурые Занаговы просили меня взять обратно деньги, иначе осетинские неформалы обещали их убить за то, что продали дом ингушу. Неформалы им говорили, что есть какое-то постановление. Взять деньги я отказался. В ту же ночь в 2 часа облили дом соляркой и забросали факел. Тушили пожар мы с женой и старики Занаговы. Иные соседи и хотели бы помочь, но боялись руководства и неформалов. Пришел Тотров, председатель сельсовета, ругал Занаговых. Потом беседовал со мной. Он посоветовал мне немедленно покинуть пределы СО СССР. Был я у первого секретаря райкома КПСС Джусоева Петра. Он сказал, что ингуши жаловаться на осетин не имеют права. Он потребовал оставить купленный дом и уехать жить в Назрань. Спасибо за предоставленное слово. Уважаемые организаторы сегодняшнего мероприятия, уважаемые земляки, гости, я хочу немножко оговориться и сказать, что я буду говорить не от лица какой-либо организации, общественной или другой. Я буду говорить как рядовой ингуш. Говорят, а мы сегодня здесь назвали причины, назвали виновников. А дальше что? Кто коту звоночек, колокольчик повесит? Говорят, что не важна точка, на которой ты стоишь. Важно направление, в котором ты движешься. И немножко хочу поделиться своими мнениями о том, а что делать дальше нам, ингушам. Не власти, я говорю, а нам. Я скажу тезисно, потому что чтобы сэкономить время. Прошедшие с осени 92 года 20 лет и связанные с осетино-ингушским конфликтом события – это действительно трагедия, трагическая, незабываемая, кровоточащая часть новейшей ингушской истории. Второе. Причины, вызвавшие конфликт, с одной стороны, возникли в результате несправедливого отношения к ингушам со стороны властей пригородного района. С другой стороны, были срежиссированы определенными кругами за пределами Ингушетии, задолго до конфликтов, а также были заложены еще ранее, в годы советской власти. Об этом докладчики отмечали.
Последствия конфликта не устранены до сих пор и кровоточат. Третье. История – это фонарь, который светит нам из прошлого в будущее. Мы должны знать, генетически помнить нашу историю, изучать ее, анализировать исторические события и факты. Шило в мешке не утаишь. Как бы туго ни старались завязать этот мешок. Сегодняшние и последующие поколения не должны быть чингиз-айтматовскими манкуртами. Четвертое. Как известно, реальная политика и дипломатия – это искусство возможного. Политика шапкозакидательства президента Египта Гамаль Абдель-Насера, более старшее поколение это хорошо помнит, привела в 1967 году к шестидневной войне на Ближнем Востоке. Израиль захватил, а арабы потеряли Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим, Голландские высоты. На ошибках надо учиться, но лучше учиться на чужих ошибках. Пятое. Чтобы достичь успеха, самому надо быть сильным и одновременно мудрым. Еще с древних времен греческий мыслитель Эзоп и наш современник Иван Крылов своими баснями учат нас, что в несправедливом обществе у сильного всегда бессильный виноват. Значит, ингушам надо набирать силу. А что нам надо делать, чтобы быть достаточно сильными? Первое. Быть справедливыми по отношению друг к другу, а также при принятии решений во всех сферах жизни и на всех уровнях. Несправедливое основание обязательно рухнет. Свидетельствует тому вся человеческая история. Второе. Учиться, учиться и учиться наукам, ремеслам, экономике, бизнесу, политике, дипломатии. Идти во все сферы социальной и экономической жизни. Промышленность, сельское хозяйство, войска, спецслужбы, юриспруденцию, средства массовой информации и так далее. Развивать государственные и общественные организации. Активнее включаться в общественную жизнь, нарабатывать навыки самоуправления. Глубже изучать основы и суть нашей религии ислама и придерживаться ее. Не враждовать между собой из-за различия взглядов и убеждений светского или религиозного характера. Не втягиваться самим и не позволять другим втягивать нас в конфликты с другими народами. Нам, как воздух, нужен мир, чтобы размножиться, набраться сил и мудрости. Искать себе друзей. Как говорит великий Шота Руставели, кто себе друзей не ищет, самому себе он враг. Надо руководствоваться этими мудрыми словами и помнить, откуда они идут. Я бы хотел, чтобы ингуши были сильны и мудры вместе с сильным и мудрым русским народом. Сильному для решения своих проблем не надо обязательно воевать. Сильному достаточно будет сделать предложение, от которого другая сторона не сможет отказаться. Это желательный, предпочтительный путь развития событий, на мой взгляд. Но надо всегда быть готовыми достойно встретить навязанные извне нежелательные сценарии. Спасибо. Салам алейкум, Давид Лотшин, добрый день. Я не буду вдаваться в аналитику, так как предыдущими спикерами и экспертами была дана достаточно целостная и объемная картина всего произошедшего. Я лишь добавлю пару слов от Союза ингушских молодежных объединений. Сегодня мы скорбим и вспоминаем жертв этого чудовищного конфликта, и невозможно оценить всю боль и горечь утраты родных и близких по безвинно погибшим и без вести пропавшим. Трагедия затронула буквально каждую ингушскую семью.
Уничтожена практически вся инфраструктура более 10 населенных пунктов. Нравственные и моральные потери народа трудно восполнимы. Еще тяжелее ликвидировать психологические последствия. Несмотря на попытки сдвинуть ситуацию с мертвой точки, до сих пор остается неизвестна судьба без вести пропавших, не решена проблема возвращения вынужденных переселенцев в места своего прежнего проживания. Памятью о погибших и без вести пропавших и осознание ответственности перед будущими поколениями – все это должно нам консолидировать ингушское общество на пути развития государственности и решения проблем, стоящих перед ингушским народом. Активное участие в этом процессе должны принимать абсолютно все, и общественные организации, и власть, и духовенство, и работники культуры, науки и так далее. Особенности это касается молодежи. Сегодня молодое поколение должно четко осознавать свои личные цели, потребности и интересы, и достаточно грамотно соотносить их с целями, интересами, потребностями нашей республики. Мы должны осознать, понять и принять ответственность за будущее нашего народа и нашей республики. В деле нравственно-патриотического духовного воспитания, к сожалению, сегодня ведется недостаточная работа, очень слабая. И хотелось бы, чтобы власть, общественные организации и бизнес создали максимально благоприятные условия для гуманитарного развития молодого поколения. Потому что в условиях культа всеобщего потребления, когда забываются и отвергаются минимальные ценности общего существования, невнимание к молодежи может привести к опасным деструктивным последствиям, что мы, собственно, сегодня и наблюдаем. Сегодня крайне важен диалог и взаимопонимание со старшим поколением. Время для этого есть, оно не упущено, его никак нельзя упускать. Все мы заинтересованы в благоприятном развитии республики, но интерес молодежи должен иметь возможности к реализации. Не секрет, что для ответа вызовам, которые стоят перед нашим народом и нашей республикой, нужно сильное федеральное лобби. И мы должны все это понимать, и молодежь, и старшее поколение должны это осознавать и прилагать все усилия для построения этого лобби. Что касаясь, обращаясь к молодым людям, я хотел бы сказать, что в первую очередь нам необходимо учиться, развиваться, изучать нашу историю и становиться специалистами во всех сферах для создания такой мощной синергийной силы. Отрадно осознавать, что сегодня ингушское молодое поколение не забыло и не собирается забывать все те трагические подарки судьбы, преподнесенные ингушскому народу, и остается надеяться, что все мы в будущем в рамках правового поля с использованием законных инструментов и методов доведем дело до логического конца в деле восстановления исторической справедливости. При президенте. Вместе давай выступим. Я хотел тоже поблагодарить, как все выступили. Я просто хотел бы дополнить. Много есть моментов в жизни, когда человек себя показывает в той или в другой обстановке. И то, что сегодня вот эти фамилии у нас написаны, которые погибли, у нас только умножено в разы на 10, уничтожены своими людьми, молодыми людьми, которые уходят в лес, создают какие-то бандформирования, которые называются, значит, какие-то. И если мы, каждый в своем селе, не будем говорить, кто есть кто, у нас не будет будущего. Почему я говорю? Потому что во время, когда люди находились в заложниках, мне приходилось, и тот же Берков Сергей Мажитович, тот же Батхиев, другие большие руководители, когда были в заложниках. И когда их освобождали, когда выводили оттуда людей, на протяжении всего времени это пришлось там это все видеть. И то, что сегодня у нас мы говорим, когда мы приехали на переговоры с Хижой, Беслан, значит, присутствовал Руслан, со мной прилетел, мы вместе, Руслан Аушев, Костоев, Иса, генерал Цичоев, как раз были на этих переговорах. У нас уже возник вопрос, кто будет руководить республикой на тот период времени. Но мы говорим о том, что горят села, люди не могут выйти из окружения и так далее. И мы, когда это все видели, то, что с возмущением начали говорить, говорят, разберитесь. Я к чему это говорю? Нам надо сплотиться вокруг того, что сегодня есть руководство республики, которое мы должны для себя подчеркнуть, что мы вокруг друг друга объединяем хорошие, здоровые силы. И мы говорили, когда людей убивали, у меня
очень много трагедий с 2004 года получилось. Убитые милиционеры, убитые родственники, которые в какой-то мере или работали и так далее. Но это убийство производили, мы сегодня знаем уже, это наши производили, у нас как око за око, ингуши. Но никто не забыт, ничто не забыто, не забудете. Просто хочется попросить, который слепой, чтобы он видел. Сегодня у нас строится, и дворец спорта строится, и строится, построено сегодня. У нас не было дворца культуры, у нас не было гостиницы, где можно было принять людей. Сегодня это все есть. И очень хотелось бы, что это молодежь, которым вот мы делаем ставки, мы сегодня старшее поколение уйдем, чтобы вы себя сегодня взяли это все в руки, в надежные руки, и продолжили то, что говорилось, что вот это неравноправие и так далее, какие-то моменты, чтобы именно вас это больше не коснулось. Да, я Бог хочу. И самое главное, Авел Амината, можно вас на секунду? Я опоздал. Ну ты опоздал, ты имеешь право опаздывать, ты старший. Вот этот человек как раз таки был как раз во время 92-го года. Скажи, не надо, наверное, и так многое сказано. Все оглашены и документы. Я, во-первых, был в отъезде, я не знал о том, что я был за границей. И с удовольствием послушал, хотя и опоздал, все, о чем здесь говорилось. Это наша неутихающая боль, это наше страдание. Поколения уходят, новые поколения растут. Я уверен, что это будет одна из самых трагических страниц нашей и без того нелегкой биографии. Сидя о цифрах, которые здесь приводились, а я их знаю, я прошел через это. Я через 3 часа после начала этого ужасного конфликта оказался вместе с командующим Савиным Назрани. И все это происходило дальнейшее, кстати, будучи единственным федеральным чиновником того периода нашей так названной тогда республики. Все это мы пережили и выжили. Но я бы хотел, пользуясь тем, что здесь молодежь, у меня вот час назад возник такой вопрос. Я говорю совершенно искренне. Мы посчитали, сколько у нас убито в этом жутком конфликте. А посчитали ли мы, сколько здоровых, нормальных, служащих, не совершивших никакие преступления, офицеров, ни в чем не повинных людей мы убили после этого конфликта сами? Нашими взрывами, нашими расстрелами, нашими бомбами, нашими доброжелательными вместе, которые к нам заезжают, и продолжаем это делать сегодня. Сколько детей осталось сиротами? Только потому, что эти люди находились на государственной службе и охраняли наши с вами жизни и наши права. Прикиньте, я уверен, что счет будет не в пользу событий 92 года, а счет будет в пользу погибших с 92 года по сегодняшний день. Наверное, об этом тоже следовало бы говорить в эти трагические дни. Сделали мы для себя уроки из той страшной страницы нашей биографии. Я призываю молодых, гибнут в основном молодые люди, и нередко, как показывает практика, нередко из среды молодежи совершают тактичные. Нередко гибнут вообще люди, далекие от государственной службы, спокойно живущие в нелегких условиях нашей
республики. Я поэтому, как один из людей, хорошо видевших жизнь и права нашего ингушского народа до конфликта этого, я в 1964 году впервые приехал работать в Северную Осетию, будучи в то время единственным работником правоохранительных органов нашего народа. И прослужил там 10 лет. Я хорошо знаю, какими правами пользовались наши люди до конфликта. Я очень хорошо знаю то, что происходило в дни конфликта. Я прекрасно был в курсе всех событий, которые происходят и происходили после этого 92-го года трагических дней. И вот, памятуя все это, я и призываю всех сделать все возможное, чтобы прекратить бойню, которую мы устроили у нас дома, на нашей земле, на наших неоспариваемых пока прямо, но тоже спорных населенных пунктах. Сделать все возможное, чтобы положить этому конец. Буквально несколько дней назад я по своим вопросам собрался идти в Генеральную прокуратуру России. Я прослужил порядка 30 лет и прямо у входа столкнулся с человеком, который с плакатом на шее стоит. Я невольно обратил внимание, а там написано: прекратите бессудные казни, помогите прекратить бессудные казни в Ингушетии. Откровенно вам скажу, я, отвернувшись, зашел туда. Когда вышел напротив места, где я продолжаю так иногда бывать работать, там тоже прямо оба входа были закрыты людьми с такими же плакатами. Некоторые из них меня узнали, я вынужден с ним, подошел, начал разговаривать. Ситуация тяжелая. Я верю в требования этих людей о том, что имеет место правовой беспредел в деятельности правоохранительных органов. Я верю в это. Но я не верю в то, что это сплошь и рядом. Там есть, я уверен, что есть ошибки, там есть злоупотребление, там есть беспредел правовой. Но если не будут совершать таких преступлений, о которых идет речь, терроризм, бандитизм, не будет и этого правового беспредела. Вот всем тем, кто там стоял с плакатами и сегодня голодуют в республике, если верить интернету, я хотел бы вот одну вещь сказать из опыта своей многолетней работы. Один случай, когда без вести исчезнувший в Ингушетии человек обнаружится в лесу потом, его объявляют, что он, похитили его, увезли в безвестном направлении, родственники идут в органы, у нас быстро молва расходится. Один случай такой достаточен недобросовестным, непорядочным силовым структурам уничтожать десятки людей и говорить: да, он в лесу там продолжает бегать. Вот поэтому я и говорю, не будет терроризма, не будет и беспредела. Поэтому мы должны сегодня положить конец этому страшному, позорному явлению, откуда это у нас взялось. Откуда у нас появились люди, которые вдруг решили реализовать ислам. Мы последний народ, наверное, я не большой специалист в этом деле, мы последний народ, который вообще приняли ислам. И мы начинаем изучать каноны мусульманства, правильность традиционной религии или неправильность. У нас появляются люди, которые, пусть меня простит, больше верят в Бога, чем сам пророк. Давайте мы Богово, но мы цивилизованные люди, стараться жить цивилизованно по
законам, я уверен, что никакие законы, ни советские, ни российские, ни мусульманские, не призывают убивать ни в чем не повинных людей. Это моя просьба делать все возможное, чтобы положить конец этому. Не сумеем мы это сделать, не сумеем мы добиться своих прав ни в одном направлении. По какому бы вопросу мы ни обратились, это пятно будет лежать на наших. Любой сотрудник, который сегодня молодой человек попробует прийти где-нибудь устроиться на работу, само слово «ингуш» уже вызывает недоверие. С этим надо бороться, а это будет до тех пор, пока мы все-таки не отречемся от этих вот вещей. Что касается событий, о которых трудно говорить без слез, наверное, самым лучшим подарком на том свете для всех тех несчастных людей, погибших, которые сегодня страдают, будет то, если мы, памятуя, что с нами произошло, будем едины в своем стремлении к объективному взгляду на нашу проблему. Не сумеем мы едиными. Я тут заметил несколько раз, когда речь заходила о власти, в этом зале аплодировали. Когда высказывалась критика в адрес власти. Невольно любому придет в голову, почему они радуются. Когда сказали о 3 президентах, аплодировали. Когда они не решали проблемы, наши аплодировали. Но ведь мы их избираем же с вами. Мы ведь им прямо не говорим правду. Мы за глазами любим говорить правду. Мы в глаза говорить правду не хотим. Как только речь идет о том, кому какое место занять, мы сразу переходим на фамильно-клановую нашу такую избирательность. Я вам скажу, будучи сенатором, вами избранным, я был в Ингушетии на одних выборах, и у меня был помощник там, в Ингушетии, полковник милиции в отставке, образованный человек, мы с ним школу вместе заканчивали в Казахстане. И я ему говорю, ты утром подходи, мы поедем по избирательным участкам, посмотрим, как идет голосование, как российский сенатор, я должен быть там в дни выборов, да? И когда он ко мне подъехал, я спросил, а сам-то ты проголосовал? Он говорит, да. А у нас был там очень популярный, все в этом зале этого человека знают, борец за справедливость, всю жизнь боролся, всю жизнь доказывает, и по сей день там пишет. Такой, ну, я был уверен, что все село будет наше за него голосовать. А он его тоже хорошо знает. Я говорю, ну ты, наверное, ты за Беслана проголосовал. Он говорит, нет, у нас там девочка одна Бекова участвовала в выборах, я за нее проголосовал. Я говорю, ты, полковник милиции, мой помощник, знаешь этого человека, образованный, порядочный, хороший человек, а речь шла о местных выборах. Он говорит, ну как я могу, ведь это же девочка-то Бекова была моя родственница, говорит, ну я же сам Беков, но я за нее и проголосовал. Так что у нас бывают и такие парадоксальные вещи. Мы должны идиотов называть прямо в глаза идиотами, нечестных людей нечестными людьми. Но стратегическим нашим направлением должно быть уйти от этих вот вещей. Все-таки обратиться к тому, что есть вещи справедливые, есть вещи несправедливые. Есть законность, есть право. Понимаете? Право человека, право народа. Это, кажется, один из философов говорит, Бог ничего лучшего на земле не оставил, кроме права человека. Вот мы должны исходить из права человека, в том числе и когда речь идет о наших беженцах, которые 20 лет страданиям, которых вот в эти дни уже исполнилось. Спасибо.
очень точно предложил издать, вот я бы назвала это антологией ингушской трагедии, лучшие, опробированные временем материалы, связанные с журналистскими репортажами, журналистскими расследованиями, журналистской и экспертной аналитикой, такие опробированные материалы. Безусловно, надо издать, если мы считаем себя людьми помнящими и почитающими свою трагическую историю. И в этой связи я хочу сказать следующее. Мы подготовили 15 статей и работ Ирины Александровны Дементьевой. К сожалению, так случилось, что вот месяц назад у нашего потенциального спонсора случилось несчастье, и эта книжечка сегодня должна была быть вручена вам, как и Светлану Марковну Алиевой, вышедшая работа. Она готова, и вот таким первым, я бы сказала, кирпичиком может быть вот этот сборник работы Ирины Александровны Дементьевой, которая в 1994 году «Войну и мир пригородного района» в 5 номерах газеты «Известия» опубликовала, и первая сказала очень четко и очень верно о том, что Юденфрай, который не прошел в 40-е годы, закончился поражением гитлеризма, не должен пройти, как Ингушенфрай в Северной Осетии. И она четко об этом написала и сказала, что она как русская патриотка, как честный русский журналист не хочет возрождения фашистской политики на Северном Кавказе. И я думаю, что ее работы, репортажи Марка Дейча, они все есть в наших архивах, они все зафиксированы, собраны очень тщательно и с большим уважением. Работа, скромно изданная в свое время, Сергея Белозерцева, механика смерти, он тоже один из первых, очень квалифицированный и очень оперативно сделал прорыв вот в информационном пространстве тогдашней Российской Федерации. И поэтому, как бы вот сейчас, когда Исенгирей будет подводить итоги нашего мероприятия, я думаю, что вот это предложение Бексолта имеет абсолютно реалистическое право практической реализации уже, прямо скажем, вот завтра. Спасибо. Я передаю слово Исенгирею Гагееву, который сделает завершение нашего мероприятия. Дорогие земляки, уважаемые гости, я безмерно благодарен всем тем, кто принимает участие. Зал полон, мы ожидали, что так должно быть. Если кто-то ищет идеи, то нам их искать не надо. У нас есть дело, вокруг которого должны объединиться все ингуши. Это вот то дело, о котором мы сегодня говорили, по поводу которого мы сегодня собрались. Я благодарен докладчикам и всем тем, кто выступил, за содержательные доклады и выступления. Я надеюсь, что новое поколение, молодежь сделает новые исследования, факты, новые материалы изучат. И с учетом современных реалий в будущем, как я и говорил, наступательно, спокойно, в правовом поле, как здесь говорили, политическими методами, парламентскими методами, с участием общественных организаций, известных общественно-политических деятелей, не уставая, спокойно довести эту работу до логического завершения. Мы обещаем вам обобщить все эти материалы, подготовить обзор и разместить некоторые материалы во всех средствах массовой информации, доступных нам, интернет-ресурсы, ну и печатные издания. И нам организаторы сегодня подготовили поминальное сага, и я попросил гостей, всех присутствующих, пройти вот в зал, в конец зала. Старшее поколение мы собираем отдельно вправо, чтобы не стеснять молодежь, а все остальные отдельно слева. Еще раз спасибо, до скорой встречи.